Вот самые первые якутские деньги, получается, были выпущены в 22 году. В 22 году. С чем это было связано? С тем, что у нас отдаленный регион и просто не успели привезти деньги вовремя, когда произошла смена денег. И наше правительство тогда вышло из положения таким образом. Они взяли российские деньги образца 1921 года и сделали отпечатку сзади и поставили печать спереди. Тогда был председатель наркома Исидор Бараков и министр финансов Алексей Семенов. Алексей Семенов вообще очень интересный человек. Он личный друг Горького. Они вели активную переписку. И до этого у него была своя типография. Он несколько раз выпускал газеты, которые потом закрывались, как прокоммунистические. И в 19 году, когда была нехватка денег наличных, он выпустил винные деньги. Винные деньги? Винные деньги. На этикетках от вина он написал от руки номинал, поставил свою подпись, печать, и они ходили вот в Якутске. То есть взял обычную этикетку от бутылки вина, на которой написано вино красное, да, сухое. Да, например, так, там Мадера была, Апорта, там, не знаю, от еще каких-то там сухих вин. Потому что в то время до революции бутылка продавалась отдельно от этикетки. Этикетка просто шла как бы приложение бутылки, когда не клеили на бутылку этикетки. Он нашел этот запас винных этикеток и вот использовал как деньги винные. Это были частные деньги, а вот эти вот деньги 22 года это именно выпустила Якутская республика. И вот они ходили до осени 22 года, когда привезли деньги в достаточном количестве и их поменяли один к одному, ну вернее по курсу на ходившие тогда деньги. Я веду себя как журналист-новостищика. Ну, у нас же развлекательный сюжет должен быть, развлекательный. Ну вот, это вот первые якутские деньги государственные. Теперь перейдем давай к другим. А потом, когда привозили новые деньги, как якутяне поступали? Они их обменивали на общепринятые? Или как? Или они все наравне так же были? Да, производился обмен в банках и финансовых учреждениях. То есть они приносили кипу старых денег и выдавали кучку новых. Угу. По курсу, который устанавливал Госбанк РСФСР, потом СССР. В 24 году, вот у меня 23-го и 24 года денег нету. Почему? Потому что они очень редкие и дорогие. Деньги Якутского союза кооперативов Холбос. В 1924 году ситуация повторилась с тем, что опять не успели вовремя завести достаточное количество денег для выпуска в оборот. И, по-моему, в феврале получили, Амосов ездил в Москву, получил разрешение на выпуск якутских денег, суррогатов денежных. В этот раз решили выпустить вот именно частно-полугосударственным кооперативом «Холбос», потому что он был основным товародержателем республики. То есть все продукты, товары завозились именно централизованно через «Холбос». И главная особенность в том, что потом, буквально через пару недель, было запрещено выпускать в стране вообще любые деньги, суррогаты денежные. Но мы получили разрешение раньше, и поэтому выпустили, пользуясь этим. И главная особенность этих денег в том, что они были обеспечены золотом. Потому что в 1924 году произошла большая денежная реформа, где рубль приравнивался к золоту, с золотым содержанием, и были выпущены разменные монеты рубль, 50 копеек, 20, 15, 10 копеек из серебра. Вот эти деньги, да, они печатались в типографии, опять же, Алексея Семенова, первого министра финансов, да. И вот эти деньги печатались на его типографии. Также была найдена бумага, вот специально такая вощеная, пергаментная, которая выпускалась на одном маленьком заводике под Екатеринбургом. Эта бумага применялась для того, чтобы заворачивать туда бакалею. Сахар, песок, чай, масло заворачивали. История нахождения вот этих денег, когда старый дом разрушали, по-моему, на улице Орджоникидзе, нашли на чердаке мешок вот с этими деньгами. Значит, что это было? Нет, просто не уничтожил, кто-то спрятал.
Потому что видишь, да, вот на этих деньгах только подпись бухгалтера. Вот. А где вообще в Якутске, как вы находите, коллекционеры, новые экспонаты в свою коллекцию? Вы где-то в интернете на аукционах покупаете, друг с другом обмениваетесь, либо куда-то выходите, там, не знаю, в заброшенные дома, ищете что-нибудь по ночам с фонариком? Нет, искать с фонариком. Ну, есть, наверное, люди такие, которые ходят там, ищут в заброшенных домах. А так, в основном, да, среди коллег, с населением. Меняемся, покупаем. На интернет-аукционах что-то можно купить, потому что некоторые материалы были в свое время вывезены туда, в Центральную Россию, ну, коллекционерами. И потом они умерли, или им это уже не нужно, и они выставляют это на торги. То есть или родственники, или сам коллекционер. Якутские деньги появились только уже, ну скажем так, не якутские деньги, а денежные суррогаты появились уже в 90-е годы после развала Союза. Повторилась та же история с гражданской войной, когда не хватало денег в стране. Называемые товарные талоны, ну, сахарики. Сахарики? Да, сахарики, просто народье. Они тоже играли функцию денег. То есть вот этими товарными талонами расплачивались за товары, услуги. И потом, спустя какое-то время, написано сзади все. Ну, я помню такие, да. Да, да. Талоны. Можно было их обменять на живые деньги. Так, а теперь у нас перейдем к банковским картам в 90-е годы. Откуда в У нас же- 90-е годы у нас были банковские карты? Не, ну, у нас же как это называется? Начался капитализм, а во всем мире уже с 60-х годов банковские карты были вот уже в ходу. И наши банки подтянулись частные. Один из первых банков, который вот запустил карточные карты банковские, это вот банк СИР, акционерный банк СИР. Вот эта банковская карта, одна из первых якутских банковских карт, ее выдавали... Тут даже ни имени, ничего не написано. Да. Ну просто все записано, вся информация была на чипе. Эта карта у меня появилась в 94 или 93 году. Каким образом? Чтобы поднять количество этих держателей банковских карт, их бесплатно раздали студентам в ЕГУ. То есть, грубо говоря, у них было 10 тысяч держателей карт, ну реальных, и они 9 тысяч еще распространили среди студентов. То есть на стипендию зачислялось, да? Нет. Просто... Сами клали деньги туда, пополняли сами баланс? Ну, это рекламная акция была, чтобы сказать, что у нас 10 тысяч держателей карт банковских. Но это тоже деньги. Электронные? Да, электронные. Следующий этап развития денежного обращения республики, страны, мира.